Пирожков Александр, я старший программист, и сегодня я расскажу о работе в нашей компании «Мост». Александр, расскажите, пожалуйста, как вы начали свой путь в компанию «Мост»? Я пришел в эту компанию год назад, ровно в сентябре. Я поступил сюда как разработчик мобильного приложения. Потом уже постепенно я стал старшим программистом спустя время. В то время приложения не было еще, был только сайт. И я и еще один программист вместе сделали это приложение и в ноябре выпустили. И потом уже компания начала расти и расти. Программистов начало становиться все больше и больше. Вообще, можете рассказать о своей специальности и какие у нее есть особенности? Я разработчик, я пишу на фреймворке React Native, то есть мы разрабатываем мобильное приложение. React Native — это такой фреймворк, что мы пишем один код, и он работает на нескольких платформах. То есть он работает и на iPhone, и на Android. Есть разные мобильные разработчики, то есть не только React Native, но есть именно люди, которые конкретно пишут на iPhone, и есть люди, которые конкретно пишут на Android. Мы выбрали именно React Native, потому что он универсальнее и быстрее. Как вообще происходит разработка приложения пошагово? Сначала собираются идеи, то есть кто-то, у кого какие мысли, потом уже работают наши аналитики, они все собирают, все эти идеи формируют и делают техническое задание, то есть описывают все подробно. Потом работает уже наш отдел дизайнеров, они уже делают дизайн приложения, все что как будет выглядеть, с чем пользователю будет удобнее взаимодействовать, как все красиво будет выглядеть. И уже потом этот дизайн приходит к нам, и мы начинаем разработку. React Native был выбран не сразу, а наоборот, сначала была идея, потом дизайн, и потом уже мы выбрали, получается, язык, на чем надо будет писать. Мы выбрали React Native, потому что он универсальный, как уже говорили. Потом мы разрабатываем всей командой, то есть не только один человек работает, а много человек. Приложение само большое, и мы делим задачки на нескольких программистов. То есть один делает главную страницу, другой делает профиль. Потом мы уже соединяем наши коды, и создается уже продукт. Потом этот продукт идет тестировщикам, они тестируют, находят ошибки. Если ошибки найдены, задача возвращается к нам. Мы пытаемся исправляем эти ошибки и вновь тестируем. Потом уже после успешных результатов тестирования мы загружаем наше приложение уже в App Store, Google Play, и уже люди могут пользоваться после этого. А с какими еще специалистами, отделами работает разработчик приложений? Давайте конкретно наш отдел, если брать, нашу компанию, мы вообще работаем почти со всеми отделами, но теснее всего, конечно, работаем с дизайнерами и аналитиками. Но, допустим, у отдела продаж тоже могут быть вопросы, у модераторов, у тестировщиков. Мы со всеми мельком все равно как-то взаимодействуем. Почему вообще вы решили выбрать такую профессию, как разработчик приложений? Я решил стать программистом уже в 11 классе, поэтому я сразу подал документы в ВИМИ, СУФУ, на программиста. Там отучился бакалавр, потом поступил в магистратуру. И уже в магистратуре я познакомился с React Native фреймворком. И тогда было много выбора, куда пойти, то есть каким программистом именно стать. Но именно разработка мобильного приложения было мне более по душе. И не зря, потому что мне кажется, что именно мобильные приложения — это самое сейчас такое актуальное направление в сфере IT. Согласен. Где учиться на разработчика приложений? Можно учиться везде. Сейчас доступны курсы, онлайн-курсы. Можно учиться в университетах. Возможностей много. Сколько может зарабатывать разработчик приложений? Как такового потолка нет. То есть чем больше работаешь, тем больше получаешь. О плюсах профессии. Работа не скучная. То есть всегда есть много задач, всегда изучаешь что-то новое. Языки развиваются, то есть ты постоянно должен всегда тоже развиваться вместе с языками. И работа удаленно тоже плюс. А минусы профессии? Минусы — много работы. Какой совет вы можете дать ребятам, которые хотят попробовать себя в качестве разработчика приложений?
Пробуйте, не думайте. В смарт-библиотеке вы можете заказать корпоративный билет с вашим дизайном. Привет, меня зовут Сергей, я в компании МОСТ занимаю должность технического директора. Сергей, расскажите, пожалуйста, как вы думаете, в чем стратегия успеха компании МОСТ? Во-первых, это наш основатель Прокопий, который очень сильно болеет за продукт, за проект, за команду, за компанию. Да? Второй фактор – это команда. То, что нужно собрать хорошую команду, собрать людей, которые будут болеть за продукт, за компанию, чтобы они хотели, чтобы все развивалось, чтобы шло по плану и имел успех. И помогало людям. При создании любого продукта нужно понимать цель и боль, какую боль мы решаем у нашего клиента, потенциального клиента. Если мы эту боль решаем, и если люди начинают им пользоваться, то уже проект начинает развиваться, и маркетинг тоже большой имеет фактор. Если мы охватываем больше целевой аудитории и решаем больше проблем у больших людей. У вас очень широкая целевая аудитория, потому что этим приложением пользуются все, мне кажется. Да. И действительно оно очень удобное и универсальное, потому что все, что нам нужно, хранится как бы в одной программе. Когда мы создавали этот проект, изначально было, чтобы помочь бизнесу, да, как я уже говорил, и покупателям, клиентам найти друг друга быстрее, да, и найти выгодную покупку. Так как цель нашей компании, цель продукта – это помощь, то мы решили, давайте сделаем супер приложение, в котором будут разные, как я уже говорил, разные сервисы, которые будут помогать разным людям. А какие вот вы видите перспективы для развития? Какие планы вообще у вас у приложения? Конечно же, мы не хотим останавливаться только на Якутске, хотим масштабироваться на разные города, и мы будем масштабироваться, уже в планах есть. И также везде запустить свой суперап и помочь людям в других городах. Меня зовут Денис Наговицын, я графический дизайнер. Я занимаюсь офлайн-макетами в компании МОСТ. Баннеры, стикеры, карточки и так далее. Меня зовут Булатов Сергей, я UI UX дизайнер, и я занимаюсь дизайном интерфейсов, приложений и сайта. И я работаю на программе Figma, Photoshop и Illustrator. Меня зовут Ися, я менеджер проекта Афиша. Мы занимаемся добавлением мероприятий в наш сервис, работой с партнерами, маркетинговыми акциями и продажей в нашем сервисе. Меня зовут Катя, я проектный менеджер сервиса «Подарочные онлайн-сертификаты». Занимаюсь планированием и продвижением своего проекта. Меня зовут Саша, я копирайтер, и наш отдел занимается текстами. Это тексты для коммерческих предложений, тексты для рассылок, тексты для соцсетей. А также мы ведем рубрику «Новости» и все-все-все тексты, которые вы видите в приложении и на сайте МОСТ, это все наша работа. Меня зовут Аня, я являюсь проектным менеджером онлайн-сервиса Marketplace, где вы можете заказать товары, не выходя из дома. Меня зовут Люба, я специалист отдела модерации. Отдел модерации отвечает за наполнение и соблюдение правил в приложении и на сайте. Также мы обрабатываем обращения клиентов в техническую поддержку. Меня зовут Артем Иванов, являюсь руководителем отдела продаж компании МОСТ. Мы занимаемся работой с бизнесом, с партнерами и продвижением бизнеса на платформе МОСТ. Я Ксения, HR-менеджер компании МОСТ. Сейчас наша компания активно развивается, и мы набираем много новых сотрудников. С вакансиями вы можете ознакомиться на сайте HeadHunter. Меня зовут Нарьяна Лаврентьева, я маркетолог компании МОСТ. Чем занимается ваш отдел? Наш отдел занимается повышением узнаваемости компании МОСТ во всех каналах коммуникаций, в том числе в соцсетях. Расскажи, пожалуйста, про тимбилд и отношения внутри коллектива. Получается, у нас очень молодой и дружный коллектив. Мы постоянно вместе собираемся где-то, общаемся. У нас есть компании по интересам. Например, у нас есть разные телеграм-каналы о играх, о кино и так далее. Также мы каждую пятницу проводим Fun Day. Например, в прошлый раз у нас был Green Day
Мы слушали весь день Green Day группу, и также пришли все в зеленом цвете, и потом играли квиз. Вот. И также у нас каждую пятницу бывает, на разные тематики получается. Также у нас, например, было в обеденное время создать какую-то веселую шляпку из подручных средств. Все эти занятия у нас помогает командообразованию в целом. Как проводится сотрудничество со школами и институтами? Сейчас мы сотрудничаем с разными факультетами СУФУ, например, в том числе ИМИ СУФУ, где у них проводилась Олимпиада, и мы там были главными спонсорами этой Олимпиады. И также мы всегда открыты к любым пожеланиям студентов, школьников. Вы можете, например, писать нашей почте, электронной почте, и, получается, отправить свое некое резюме, свои какие-то идеи, пожелания и так далее, что вы, например, не обязательно быть каким-то разработчиком, дизайнером. Вы можете быть просто идейным, креативным человеком, амбициозным, с горящими глазами. Вы у нас можете пройти стажировку. А сейчас многие компании поддерживают профессиональное обучение своих сотрудников. Есть ли такие меры поддержки у вас? Да, конечно. У нас постоянно проводятся разные факультативы в плане того, что, допустим, какие-то интенсивы проходим, какие-то, возможно, мастер-классы и так далее. Получается, что каждый сотрудник может, например, защитить свои желания, рассказать, почему он хочет пройти этот курс, например, это обучение, повышение квалификации и так далее. И потом выделяет, скажем так, некие средства на обучение. Здесь у нас представлена книжная полка для сотрудников. Любой желающий сотрудник может прочитать любую абсолютно литературу, например, бизнес, про дизайн, про менеджмент. Великолепная книга, которая необходима каждому человеку. Эта книга позволяет вам систематизировать все свои сферы жизни. Обязательно рекомендую эту книгу «Действуй. 10 заповедей успеха». Первая книга, которую я хотел бы порекомендовать, это «Белое на черном». Автор Рубен Давид Гонсалес Гальего. Роман рассказывает нам о детстве автора. Он был почти на все тело парализован. Роман о том, как он прожил свое детство в разных детдомах Советского Союза. Это роман очень тяжелый, но интересный. Вторая книга – это «5 строк кода» Кристиана Клаусена. В книге описывается, как писать простой и понятный рабочий код, как оптимизировать свой код и сделать его лучше. Это был проект «Инсайдеры Смарт-библиотеки». Спасибо за внимание. Всем пока.